Хайрли Кичка Даля Дуслар. Добрый вечер, дорогие друзья. Это дискуссионное ток-шоу «Наша республика. Наше дело». И я, его ведущая Людмила Рыбакова. В середине июня депутаты Госдумы от «Единой России» вынесли на обсуждение поправки в Трудовой кодекс страны. В новом законопроекте закрепляется сразу 3 новых вида работы на так называемой удаленке. Постоянная, временная и комбинированная. По самым скромным подсчетам, изменения затрагивают интересы более 70 миллионов человек по всей России. Вот почему так важно обсудить их с участием широкого круга экспертов, профсоюзов, работодателей, гражданских активистов. К этому процессу в большой студии ТНВ присоединяемся и мы в рамках ток-шоу «Наша республика. Наше дело». Итак, в качестве спикеров сегодня Светлана Михайловна Захарова, председатель Комитета по социальной политике Государственного совета Республики Татарстан. Елена Ивановна Кузьмичева, депутат Государственного совета Республики Татарстан, председатель Федерации профсоюзов Республики Татарстан. Свое мнение сегодня представят наши эксперты. В удаленном формате с нами сегодня Рустем Асфанович Галявов, руководитель Государственной инспекции труда, главный государственный инспектор труда в Республике Татарстан. Также в нашей студии сегодня Лилия Талгатовна Бакулина, депутат Казанской городской думы, декан юридического факультета Казанского Приволжского федерального университета. Галина Юрьевна Маштакова, директор ООО GMC Consulting, член Совета по кадровой политике при президенте Республики Татарстан. Я приветствую сегодня вас всех, что вы сегодня вместе с нами обсуждаете главный вопрос. В начале нашей программы я предлагаю вашему вниманию фрагмент интервью, которое накануне мы записали с депутатом Государственной Думы Российской Федерации Арат Закиевичем Фараховым. Внимание на экран. Арат Закиевич, мы обсуждаем новые нормы Трудового кодекса, и «Единая Россия» готовила их более 1 года. И 1 мая председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Анатольевич Медведев поручил ускорить работу над этим законопроектом. На каком этапе готовности сегодня находится этот документ? Законопроект внесен в Государственную Думу, определен ответственный комитет и ответственные комитеты. В самое ближайшее время данный законопроект будет обсужден на комитете. Соответственно, это необходимое условие. После обсуждения его на комитете он будет вынесен на пленарные заседания для первого чтения. После первого чтения, учитывая то, что это предмет совместного ведения и в соответствии с Конституцией очень важно узнать позицию всех субъектов Российской Федерации, он будет отправлен в рассылку. И, соответственно, сессию будет рассмотрен, я надеюсь, во 2-м и в 3-м чтении. Спасибо за ответ. Ну вот в действующей редакции Трудового кодекса существует такая норма, касающаяся постоянной удаленной работы. Однако во время пандемии стала актуальной еще и временная дистанционная занятость. А вот в новой редакции большое количество новых формулировок. Постоянная, временная, комбинированная. Что они означают? Ну, на самом деле я скажу свое отношение к этому закону. Безусловно, мир так быстро поменялся, что, возможно, даже эти изменения несколько запаздывают. Посмотрите, по данным Росстата, в 2019 году удаленно работали 30 тысяч человек. В связи с коронавирусной инфекцией, вот этим локдауном и изоляцией на удаленку перешли почти 3 миллиона человек. И сегодня примерно 25% работодателей говорят о том, что они готовы сохранить этот режим работы. Сегодня системно меняется рынок труда. Работники из Татарстана могут работать в компаниях города Москвы. То же самое представители Республики Марий-Эл могут работать в Татарстане. И на самом деле самая главная цель этого закона – это защитить права работников, которые хотят работать удаленно. Любой закон требует уточнить формулировки, что такое удаленная работа. Кроме этого, защитить права работника, как так называемое право на офлайн, то есть работник,
который действительно, не нарушая законодательства, может не реагировать на указания своего руководства вне рабочего времени. Очень важно установить рамки рабочего времени. И, соответственно, сверх этих рамок очень важно установить сверхурочную оплату, которую может требовать этот работник. И целый ряд вот таких новаций, которые действительно важны, которые могут быть предусмотрены в коллективном договоре. Например, приобретение оборудования для работы дома, использование программного обеспечения, преимущественная работа на дому граждан, например, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком, которые ухаживают за тяжело больным родственником, пожилым человеком. В общем, это целый ряд новаций, которые действительно очень важны. Сегодня мы обсудим с вами в студии именно эти вопросы новых поправок в Трудовой кодекс. Светлана Михайловна, первый вопрос к вам. Ваш комитет по социальной политике в Государственном совете Республики Татарстан. В рамках комитета по социальной политике в чем будет заключаться ваша работа? И в целом, какие перспективы у этого документа в Государственном совете? Пожалуйста. Спасибо большое, добрый вечер. Действительно, любой законопроект федеральный, он приходит к нам в Государственный совет Республики Татарстан, также и в исполнительные органы правительства, и в аппарат президента, и мы его обсуждаем. Как правило, мы посылаем тем, кто будет правоприменителем этого закона. Если мы говорим о изменении в Трудовой кодекс, то, конечно, мы в первую очередь направили его в наше Министерство труда, занятости и социальной защиты, обязательно профсоюзам. Мы выслушиваем мнения тех, кто работает с Трудовым кодексом, кто тесно связан, предпринимателям отправляем. Если есть необходимость трудовую нашу инспекцию, получить их мнение по законопроекту. И самое главное, всем юристам, в том числе и аппарату нашего Государственного совета юридического, которые дают нам те или иные замечания. И согласно этого же закона мы направили всем. Сегодня мы получаем замечания к этому закону или дополнение, или мнение практика-применителей, что будет им мешать, если этот закон вступит в действие в той редакции, которая она пришла к нам. Если поступают какие-то предложения, мы, как правило, их рассматриваем или на уровне Государственного совета сессии, если мы успеваем это делать. Если нет, то у нас большой штат наших депутатов, которые представляют Республику Татарстан в Государственной Думе, и мы направляем к ним, чтобы при рассмотрении в первом чтении или во втором чтении они обязательно учитывали. И в том числе от нашего комитета обязательно направляем в профильный комитет, который рассматривает этот законопроект. Также будет сделано и с этим законопроектом. Спасибо огромное. Елена Ивановна, большая армия членов профсоюза, и вы как председатель Совета Федерации профсоюзов Республики Татарстан. Как обсуждаемый законопроект оценивает именно Федерация профсоюзов Татарстана, и как профсоюзы отстаивают права тех, кто сегодня находится на удаленке? Добрый вечер, спасибо за вопрос. Айрат Закиевич уже затронул тему необходимости именно внесения изменений в Трудовой кодекс. Действительно, есть моменты, те, которые сейчас нужно отрегулировать. И ситуация с коронавирусной инфекцией, в принципе, подтолкнула к этому. Хотя и профсоюзы, и работодатели уже давно вели разговор о том, что необходимо закрепить понятие удаленной работы. То есть в Трудовом кодексе прописано понятие дистанционной работы, но прописано также слабо. Но понятие удаленной работы, оно отсутствует вовсе. Поэтому профсоюзами Республики Татарстан и профсоюзами Федерации независимых профсоюзов России данный законопроект поддержан. В настоящее время ведется обсуждение этого закона. Мы также направили свое мнение, как сказала Светлана Михайловна, то, что необходимо по процедуре принятия данного законопроекта в Комитет по социальной политике, в партию «Единая Россия», поскольку именно инициаторами этого закона, внесения этого закона была партия «Единая Россия». Новый законопроект, он подробно расписывает вопросы режима труда и отдыха работника, находящегося на удаленке. Профсоюзы всегда контролировали соблюдение трудового законодательства, и надо сказать, что
что именно вот в период введения режима по борьбе с коронавирусной инфекцией на горячую линию Федерации профсоюзов поступало очень много вопросов, касающихся именно удаленной работе, потому что большое количество работников на себе режим этой удаленной работы испытали. И были очень много вопросов, как организовать рабочее место, в том числе поступали вопросы от работодателей, как возместить работнику понесенные личные затраты на оплату телефона, интернет-связи. Поэтому данный законопроект, он как раз именно уточняет именно те позиции и взаимоотношения между работником и работодателем. Прописывает также условия заключения трудового договора. И правильно, как вы отметили, что вводится понятие временная удаленная работа, смешанная удаленная работа. Эти все понятия также будут все четко прописаны в данном законопроекте, если он будет принят. Вы затронули чуть нормативов, у меня также вопрос, Светлана Михайловна, к вам. Вот единороссы также предусмотрели право сотрудников находиться в режиме офлайн. То есть работу за рамками оговоренного трудового времени необходимо оплачивать сверхурочно. Вот какие нормативы сегодня существуют для сотрудников, выполняющих свои обязанности удаленно? Наверное, вопрос будет и вам, и Елена Ивановна, вам. Но сегодня уже Трудовым кодексом расписана, в общем-то, дистанционная работа, и в том числе сверхурочная работа. Это статья 152 Трудового кодекса Российской Федерации, где предусмотрено, что если работник у нас менее 2 часов работает, то ему оплачивается полуторакратный размер оплаты труда, да, и если более, то значит более 2 часов, то в двукратном размере. Но это размер оплаты определяется трудовым договором, как правило. Если говорить о новых изменениях, которые сегодня, в общем-то, представлены нам, то здесь более детализированно дается информация, то есть чтобы ни работодатель, ни работник не могли как-то уйти, наверное, от той реалии, которая есть. Все-таки удаленная форма работы, ее очень трудно проконтролировать как работодателю, так и работнику, наверное, доказать, что он делается. То есть здесь вот детально прописывается каждый шаг, и еще надо сказать, что работодатель вправе при производственной необходимости только, в общем-то, вести вот эти сверхурочные работы. Это тоже очень важно на данном этапе при удаленной месте работы. И время отдыха тоже, в общем-то, прописывается, конкретные временные параметры. Но я думаю, что и Елена Ивановна более подробно уже расскажет о новых, наверное, да, будут ли эти нормы меняться в случае одобрения поправок? И как вот рассчитывается сверхурочная все-таки работа? Хоть и сказала Светлана Михайловна уже сейчас, да, нормативы. Соблюдаются ли? Много ли поступает жалоб пока в данный момент вот на телефоны горячей линии по несоблюдению трудового законодательства? Действительно, Трудовой кодекс, он регламентирует оплату сверхурочной работы. Это статья 152 Трудового кодекса, где четко прописан механизм возмещения работнику в случае его привлечения к сверхурочной работе. Я не буду подробно останавливаться, потому что эта статья сейчас уже закреплена нормами Трудового кодекса. Скажу лишь о том, что этой же статьей вводится понятие превышающий сверхурочную работу, то есть работник не может быть привлечен более времени к сверхурочной работе, чем прописано в Трудовом кодексе. Это составляет на данный момент 120 часов, и он не может быть привлечен более 4 часов в течение 2 дней подряд к сверхурочной работе. Конкретные же размеры, вот Трудовой кодекс, он предусматривает ту минимальную планку, которую работодатель обязан выплачивать работнику в случае привлечения его к сверхурочной работе. Конкретные же размеры оплаты за сверхурочную работу могут быть прописаны в коллективном договоре, который принимается на предприятии в учреждении между представителями работников, как правило, это профсоюзы, и работодателем. Поэтому в случае принятия данного законопроекта, соответственно, вот тот фундамент законодательный, который он заложен, он останется, но данный законопроект позволит оперативно реагировать на реалии нынешней ситуации. Поэтому мы говорим о том, что на данный момент идет широкое обсуждение этого законопроекта,
И вот те нормы, которые они сейчас уже базовые есть, они будут улучшены именно для того, чтобы и работник, и работодатель мог достичь договоренности в случае оплаты труда при сверхурочной работе. Сверхурочной работе. Спасибо. Кстати, тему доплаты, компенсации затрат работника, который вынужден выполнять свои профессиональные обязанности из дома, то есть прокомментировал и наш спикер Айрат Закиевич. Пожалуйста, на экран. Работая из дома, вы затронули очень хорошо тему, что сотрудник вынужден расходовать собственные средства на приобретение компьютера и вообще организацию рабочего места. Предусмотрено в проекте ли закона, что работодатель компенсирует эти затраты? На самом деле в проекте закона сейчас предусмотрено о том, что в коллективном договоре работодатель обязан указать источники финансового обеспечения этих затрат. Но речь идет только о концепции закона и подготовке его к первому чтению. Я уверен, что ко второму чтению можно было бы конкретизировать или, может быть, более жестко прописать необходимость источников покрытия затрат на компьютерное оборудование, на программное обеспечение, на электричество, в конце концов. Я думаю, что это чрезвычайно важно, по крайней мере, в том числе и для работодателей, которые хотели бы сегодня видеть, например, бухгалтеров, IT-специалистов на дистанционной и удаленной работе. Поэтому вот как раз в этом направлении сама по себе рассылка субъекта Российской Федерации и позиция субъектов, она будет указывать и новые предложения, которые будут учтены в поправках ко второму чтению. Да, но вот сразу, как только внесены были вообще проекты закона по удаленке, именно предложение партии «Единая Россия» сразу же поддержали операторы сотовой связи, банковские сообщества. Вот для каких отраслей экономики также актуален этот законопроект? Ну, заранее скажу, данный законопроект, я уверен, поддержит и парламентская оппозиция. Я, по крайней мере, обсуждал предварительно этот вопрос и с коммунистами, и со справедливоросами. На самом деле все понимают, насколько он важен и интересен. Какие отрасли в первую очередь? Ну, я думаю, что это бухгалтера, это СММ, так называемые рекламные специалисты, специалисты по продажам. Вы знаете, совершенно разные сферы. Возьмем медицину, то, что мне ближе всего. На самом деле очень много врачей готовы оказывать консультации дистанционно, повторно осматривать после консультации. Эта сфера будет также очень сильно развиваться. Поэтому не потребуется ходить в поликлинику, выстаивать очереди. Так что нет таких сфер, где надомная занятость, занятость дистанционная или занятость в связи с какими-то складывающимися обстоятельствами, инфекция, болезнь родственника, маленькие дети, беременность, невозможность в связи с травмой выйти из дома. То есть эти ситуации будут детально прописаны, и я думаю, что это очень правильный закон, который нам надо быстрее рассматривать. Вот такие ответы и комментарии мы получили. Все-таки, Елена Ивановна, у меня вопрос к вам. Готовы ли сейчас работодатели взять на себя вот обязанности возмещения, компенсации затрат работников? Есть, поступают такие уже соглашения? Да. С конца марта, вот как действует горячая линия Федерации профсоюзов, именно по введенной в связи с пандемией, такие предложения от работодателей, надо сказать, что поступали, что работодатели интересовались и спрашивали, как же он может на дому, работодатель, организовать рабочее место, как он может возместить работнику затраченные средства, личные средства работника за использование личного телефона, личного компьютера, как он может возместить работнику средства, которые работник затратил на сотовую связь, может ли он
скажем так, получить связь с работником за пределами рабочего времени. Ведь бывают ситуации, что необходимо срочно получить ответ на тот или иной поставленный вопрос или срочно выполнить то или иное задание. Поэтому сказать о том, что не поступают таких вопросов от работодателей, я не могу. Они на самом деле поступают, и поступают в очень большом количестве. Поэтому вот этот законопроект и как раз и установит законодательно те условия, на каких работник будет получать это возмещение и как работодатель должен возмещать работнику затраченные собственные средства при организации работы, именно удаленной работы. И как достаточно правильно тоже отметил Айрат Закиевич, что это возникают вопросы смешанной работы. То есть это могут быть разовые какие-то выполнения функций трудовых удаленно. Это может быть болезнь, на самом деле это так. Это может быть пандемия, с ним мы столкнулись. Это может быть какие-то личные семейные возможности, которые работник может работать из дома. Это может быть производственная необходимость в том числе. Поэтому еще раз повторю, что на горячую линию достаточно много вопросов поступает и как от работника, как и от работодателей. Галина Юрьевна, у меня вопрос к вам. Согласны ли вы с положениями обсуждаемого законопроекта? Вы являетесь, можно сказать, большим руководителем большой компании, как раз и по подбору персонала, и по бизнес-обучению. И также вы являетесь членом Совета по кадровой политике при президенте Республики Татарстан, то есть все большие предприятия, как ресурсный центр Алабуга, то есть по подбору кадров занимаетесь вы. Вот согласны ли вы с обсуждаемым законопроектом и как сделать его еще более конкретным? Пожалуйста, ваше мнение. Спасибо большое. Добрый вечер. Действительно, не только я сейчас выскажу свою позицию, свое мнение, но и мнение работодателей, с кем мы общаемся, служб персонала, директоров по персоналу, крупных компаний, представленных на территории Республики Татарстан и представленных в других субъектах Российской Федерации. Этот законопроект большая часть директоров по персоналу поддерживает, одобряет. И на сегодняшний день многие механизмы уже запущены, хоть они не прописаны еще в законе, не утверждены, но уже запущены в работу, да, у предприятий. Когда мы говорим про обеспеченность работников на удаленных местах, на удаленных рабочих местах, этим уже занимались большая часть предприятий, у кого, например, в штате были те же самые медицинские представители. Айрат Закиевич говорил о том, что у нас и доктора готовы работать удаленно. Медпредставители давно это делают уже удаленно. Их обеспечивали работодатели необходимой техникой. И когда вот возникла у нас коронавирусная инфекция, многие работодатели не дожидались, когда нужно компенсировать будет затраты. Они действительно обеспечили рабочие места. И вот те 40%, которые на сегодняшний день готовы продолжить работу на удаленке, это означает, что у этих предприятий была уже подготовлена базы, совершенно верно, для этого база. Как материальная база, и тогда у них не стационарные компьютеры, а ноутбуки для сотрудников, что достаточно мобильно. Кроме этого, у них уже были введены программные продукты. Если мы говорим, вот в продолжении слов Айрата Закиевича, то, что менеджеры по продажам практически все у нас перешли на удаленку, кем проще было управлять? У кого была уже внедрена CRM-система. И я через CRM-систему, как работодатель, уже вижу, какие звонки он делал, кому делал, с каким результатом, двигался с какой периодичностью. Все это фиксируется в самой системе. Сотовая связь, если говорить, так у нас большинство уже работодателей практически не используют стационарные телефоны. Они пользуются внутрикорпоративной мобильной связью. И тогда я просто даю телефон на удаленную работу сотруднику. Большинство предприятий на сегодняшний день поддерживают. И если говорить, то какие отрасли и какие специалисты могли бы перейти на удаленку, конечно, это весь практически офисный персонал и даже кадровики, мы с вами понимаем, даже пока у нас электронная книга, электронные книжки трудовые не во всех предприятиях еще введены, но оставить одного кадровика для именно вот бумажной работы и приема работников можно, всех остальных можно уже перевести на удаленку. То же самое с бухгалтерией. Конечно, это IT, конечно, комплекс, да, совершенно верно. У нас какие сложности будут? К сожалению, да, много утеряно то, что было сделано хорошо в советские времена, если мы говорим про нормирование труда. И вот этих сейчас норм нам не хватает, в том числе по новым специальностям, что, в принципе, облегчило бы работу предприятий и работодателей в частности. Ну, а кто вот сейчас на удаленке, как бы из работников востребован наибольше на рынке труда?
труда? Есть такая статистика? Ну, как я уже сказала, это те, кто связан у нас с маркетингом, это однозначно IT-технологии. Если мы даже бухгалтер, главный бухгалтер у нас может работать удаленно, у нас на сегодняшний день есть вакансия работы главного бухгалтера на удаленке и с зарплатой в 150 тысяч рублей. То есть такие позиции тоже есть. Как я уже проговорила, это практически весь офисный наш планктон, весь офисный персонал, любая из позиций. Если говорить, у нас кто знает, как будет складываться дальше и как развиваться будет каждый из отраслей. Это может касаться... Мне, да, вот если фантазировать, видится, что даже грузчиков мы не можем сегодня перевести на удаленку кого? Производственный персонал, тех, кто занимается доставкой, тех, кто стоит около станка, грузчики в том числе. Но когда мы смотрели на Форт Солерсе, как работает на сегодняшний день малярный цех, так там маляр, он работает, это маляр-оператор. И он находится удаленно. Почему бы ему не находиться дома и не управлять этой мехатронной системой для того, чтобы быть полезным для предприятия? Кто знает, как будет складываться завтрашний день. Поэтому сегодня мы ограничиваемся офисным персоналом, а завтра это может быть гораздо более широкий круг работников. Ну да, согласно социологическим исследованиям, к середине апреля этого года уже число россиян, работающих дистанционно, достигло 14%. Это апрель, а сейчас у нас вот пройдет социологическое исследование по итогам июля. И на фоне общего спада на рынке труда значительно выросло количество вакансий для удаленных сотрудников. И я считаю, что, наверное, здесь должно подключиться уже и Министерство образования, и наши, значит, учебные заведения, то есть по профориентационной работе наших выпускников общеобразовательных учреждений, то есть что им необходимо дополнительно еще знания, как вот, чтобы работать на удаленке. И у меня вопрос, Рустем Осфанович, вам. Расскажите, пожалуйста, в действующих нормах Трудового кодекса Российской Федерации, которые позволяют работодателю увольнять сотрудников на удаленке, может ли работодатель злоупотреблять своими правами? Если да, то в каких случаях это происходит? Добрый вечер, уже уважаемые участники ток-шоу и телезрители. Что хотел бы я сказать по поводу удаленной работы. Вообще работа в удаленном режиме на сегодняшний день достаточно актуальна во всем мире. И важно, чтобы работодатели понимали, что трудовые права работников, которые работают на удаленном режиме, также защищены законом. И нарушать их трудовые права ни в коем случае нельзя. Для сотрудников, которые переходят на удаленный режим работы, работодатель должен, как сказала уже Елена Ивановна, заключить дополнительное соглашение к трудовому договору, издать приказ о временном переходе на удаленную работу, ознакомить с этим приказом, с этим доп. Соглашением с работником под роспись, также установить график работы, определить, как именно сотрудник будет получать задачи, как будет отчитываться по этим задачам перед работодателем. И, конечно же, работодатель обязан оплачивать его труд в соответствии с трудовым договором. И также он ни в коем случае не вправе занижать заработную плату или как-то ее в одностороннем порядке как-то занижать или вообще, в принципе, не оплачивать. Соответственно, сотрудник, в свою очередь, обязан выполнять весь объем работы в соответствии с нормами, которые прописаны в трудовом договоре, с теми объемами, которые там прописаны. Вообще, порядок прекращения трудового договора о дистанционной работе предусмотрен статьей 312.5 Трудового кодекса Российской Федерации. Расторжение данного трудового договора по инициативе работодателя производится по основаниям, предусмотренным трудовым договором. В случае, если ознакомление дистанционного работника с приказом о прекращении трудового договора осуществляется в форме электронного документа, то в день прекращения работодатель обязан направить работнику по почте заказным письмом с уведомлением, оформленную надлежащим образом копию указанного приказа на бумажном носителе. Спасибо. Есть, да, еще что дополнить, Рустем Осфанович? В принципе, у меня нет, если только есть какие-то вопросы.
Да. Ну вот вопрос, вообще поступают ли звонки от наших избирателей, то, что их уволили то, что они работали по удаленке, вот по этой причине, не выполнили свои обязательства? И куда обратиться нашим избирателям, если вдруг случился такой случай? Есть контактные телефоны? Звонков в инспекцию не поступало. Обратиться можно в трудовую инспекцию по телефонам, указанным на сайте инспекции. Там есть вся актуальная информация, по которой можно будет к нам обратиться. Есть и номера телефонов, и также можно, в случае чего, если вдруг есть какие-то вопросы, обратиться через портал onlineinspekция.рф. Спасибо огромное, Рустем Османович. Итак, Спасибо. в эти дни во всех регионах нашей страны развернулось широкое обсуждение общественное поправок в Трудовой кодекс. И депутаты от партии «Единая Россия» предлагают законодательно отрегулировать время работы, оплату труда и обеспечение рабочего места сотрудников, находящихся на удаленке. Поддержит ли такие изменения татарстанский парламент? О перспективах документов в Государственном совете Республики Татарстан мы поговорим с вами после рекламы на ТНВ. Не переключайтесь. И вновь я приветствую всех зрителей ТНВ. Вы смотрите ток-шоу «Наша республика. Наше дело». И этот телевизионный эфир мы посвящаем поправкам в Трудовой кодекс России. Продолжаем наш разговор. Светлана Михайловна, вот согласно поправкам от «Единой России», при переводе человека на временную дистанционную работу его зарплата должна сохраняться в полном объеме. Заложена ли в законопроекте ответственность работодателя за невыполнение условий трудового законодательства? И каков порядок действий пострадавшей стороны? Ну, как сказал уже у нас Рустам Османович, что действительно заработная плата, она сохраняется, если в полном объеме работник выполняет ту работу, которая ему прописана в трудовом законодательстве, в трудовом договоре. То есть, если он выполнил, то независимо от того, удаленно он работает, временно это удаленно, то ему заработная плата выплачивается в полном объеме. Какие-то новые требования по проверке, по соблюдению этих требований, конечно, в новом законодательстве нет, потому что они прописаны уже в том трудовом кодексе, который сегодня у нас работает. И если говорить о том, как это осуществляется и кому граждане могут обратиться, это государственный и ведомственный контроль. У нас есть, если это ведомство, то какие-то структуры, это или министерство, или та же государственная инспекция, да, защита трудовых прав тех людей, которые включены в профсоюзы, у нас также осуществляется через профсоюзы наши, и они очень активно работают. И, конечно же, идет рассмотрение и разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров именно согласно судебной практике, когда человек может обратиться в суд. То есть все это уже прописано в трудовом законодательстве, и что-то менять здесь уже нет необходимости. Нет смысла вносить изменения, то есть все четко регламентировано. Нет, все, только надо соблюдать что сегодня прописано в Трудовом кодексе. Соблюдать и не доводить эту ситуацию до суда, до судебного разбирательства, потому что это просто совсем ненужное дело. Лилия Талгатовна, очень часто, организуя дискуссию по заданной теме, мы ссылаемся на опыт зарубежных коллег. И давайте поговорим о нормах трудового законодательства западных стран. Как там регламентируется удаленная занятость в связи, опять же, с пандемией? Если говорить о зарубежных странах, то следует отметить, что регулирование осуществлялось с 70-х годов прошлого века. В 90-е годы 20 века в западных странах уже говорили о цифровой зависимости работника от работодателя. В 2002 году было принято рамочное соглашение в рамках Евросоюза между Европейской комиссией и объединением профсоюзов и работодателей европейских. И, собственно, и были выстроены те модели и заложены те принципы регулирования трудовых отношений, в том числе и в дистанционном формате. Что касается Российской Федерации, то здесь мы говорим о 2013 году и о тех изменениях в Трудовой кодекс Российской Федерации, благодаря которым появилась
глава 49.1, которая, собственно, и предполагала регламентацию труда дистанционных работников. По большому счету и зарубежный работник, и работодатель, и наш российский обладают одинаковыми правовыми средствами, о которых мы, в общем-то, уже здесь говорили. И поэтому, благодаря тому, что есть возможность использовать эти правовые средства, выстраиваются три основные модели в регулировании трудовых отношений, собственно, в дистанционном формате. Первая модель – это регламентация, которая связана с индивидуализацией на уровне трудового договора. Это характерно для стран, таких как Великобритания, Ирландия. Вторая модель предполагает, собственно, использование нормативно-правовых актов. Это характерно для Франции, Испании. И именно к этой модели тяготеет российский законодатель. И третья модель предполагает, собственно, использование коллективных договоров и соглашений. Эту модель используют страны, это Нидерланды и Дания, Германия. То есть, таким образом, возможность гибкого регулирования трудовых отношений, она связана с тем инструментарием, который заложен и в наше трудовое законодательство, российское законодательство. Поэтому сегодня в условиях цифровой экономики речь в большей степени идет о новой модели, которая называется Flex-Security, то есть от двух слов flexible, гибкий, и security, то есть защита, охрана. То есть основная задача, которая сегодня стоит и перед российским законодателем, и перед европейским, американским, и в странах Азии, я думаю, что эта же проблема существует, это найти баланс между социальными гарантиями, которые, как правило, закрепляются на уровне нормативно-правовых актов, и гибкостью тех гибких форм, которые мы используем в регламентации трудовых отношений. И я надеюсь, что вот тот законопроект, который предложен был партией «Единая Россия», он, ну, конечно, должна сложиться правоприменительная практика, но я надеюсь, что в нем как раз вот эта золотая середина найдена между социальной защищенностью, что особенно важно в условиях принятия поправок в Конституцию Российской Федерации, и между той гибкостью регулирования трудовых отношений, в том числе в дистанционном формате. Спасибо. Мы говорим сегодня о законопроекте по Трудовому кодексу, но вот все равно и работе на удаленке. Но как прийти работодателю и работнику вот к тому, чтобы работать в удаленной системе? Здесь же необходимо, наверное, какое-либо обучение. Галина Юрьевна, да. Сможете прокомментировать? Спасибо за вопрос. Действительно, должна быть проведена достаточно большая подготовительная работа. Это подготовка самих внутренних локальных нормативных актов. Кроме этого, руководитель сам должен научиться управлять удаленными и распределенными командами. К сожалению, наших руководителей никто не учил это делать ранее. Должна быть выстроена сама система управления на предприятии. Не секрет, что часть руководителей у нас действует исходя из текущей ситуации. И из текущей ситуации надо сделали сегодня. По плановости, да, по прогнозированию, как будет развиваться сама ситуация, закрепление там ключевых показателей эффективности. Не всегда это происходит, да, на предприятии. И лучший руководитель на сегодняшний день некоторым руководителям, управляя в ручном режиме. Здесь уже в ручном режиме управлять не получится. Вы должны действительно четко построить систему управления на предприятии, да, обучиться навыкам дистанционного и удаленного управления персоналом. Кроме этого, сам персонал тоже должен быть к этому готов. Если посмотреть, как мы работали с вами на удаленке, некоторые из нас... Круглые сутки. Кто-то круглые сутки работал на удаленке, до 12 часов, и забывая о семье, а кто-то, наоборот, посчитал, что это такое послабление, и можно больше времени уделять домашним делам. На самом деле это должны были быть ваши 8 часов рабочего дня, и они должны были быть четко расписаны с конкретными задачами, с конкретными целями. И тогда у меня, как у работника, все должно быть хорошо с самоорганизацией. А самоорганизация, когда у меня руководитель в ручном управлении, да, у меня этого явно не доставало как бы в предыдущих условиях работы в офисе. Поэтому нам нужно будет учить и руководителей, и самих сотрудников. Ну и плюс, как я уже сказала, выстраивать саму систему управления, нормативную базу готовить и, конечно, материал
материально-техническое обеспечение должно Но быть. готов Татарстан обучать работодателей, работников, Лилия Талгатовна, на базе Казанского федерального университета, на базе вашей организации? Есть ли заявки уже от работодателей? И куда можно обратиться всем нашим работодателям? Заявки от работодателей начали появляться задолго до пандемии. Уже тогда начали говорить про управление распределенными удаленными командами. Это касается крупных либо там западных структур, либо наших федеральных компаний. Когда наступила пандемия, да, здесь уже стало больше обращений от наших работодателей. И на сегодняшний день многие образовательные организации такие курсы проводят. Совершенно верно. Да, курс повышения квалификации. Да. Это можно делать и, конечно, при наших базовых образовательных учреждениях, и в КФУ это делается, и в любом из наших вузов, так и делают частные компании, тренинговые компании, проводят уже короткое обучение по данным Светлана Михайловна, здесь, наверное, может быть и на законодательном уровне что-то закрепить, рассмотреть вопрос на комитете именно по обучению работников, персонала. Мы говорили о дистанционном обучении как-то и говорили о том, что необходимо обучить наших преподавателей, то есть обязательно в курсы повышения квалификации включать час. А здесь, наверное, для производственников возможно. Я думаю, что у нас, к сожалению, нет представителей Министерства занятости и социальной защиты. У них очень большая работа в этом направлении ведется. И, как правило, они действительно очень тесно работают и с нашей ассоциацией предпринимателей, и с нашими образовательными центрами, которые и государственные, и частно-государственные партнерства есть, и с предприятиями у них существует работа. И по их заявкам, как правило, формируются такие необходимые группы, в том числе и дистанционно. Если будет необходимость и запрос от наших руководителей или от работников самих, то, конечно, такая работа будет проведена, потому что, я думаю, это касается и самозанятых, которые сегодня тоже должны быть защищены, как и те, кто пользуется их услугами, но и сами самозанятые должны быть тоже защищены от тех, кто пользуется их услугами. Да. Небольшой комментарий. Я хочу сказать, что вообще вузовская среда, мне кажется, она оказалась одной из самых подготовленных к переходу на работе на удаленке, потому что если это было сначала для нас какие-то отдельные, дополнительные формы в образовательном процессе, то вот буквально за 2 недели Казанский федеральный университет и, я думаю, что и другие российские вузы достаточно быстро перешли на удаленный формат. Это вот как раз то, о чем говорила коллега, потому что есть программное обеспечение, потому что есть компетенции, которыми обладают преподаватели, потому что хорошо отлажена административная работа, и в этом смысле я думаю, что ни качество образования не пострадало, соответственно, не потеряли преподаватели вузов в заработной плате, в надбавках, которые также были выплачены. Поэтому в этом смысле нам, в общем-то, да, конечно, совершенствоваться надо всегда, но Казанский федеральный университет продолжает осуществлять дистанционное образование и готов, естественно, есть программы, которые позволят обучать и других. И, в принципе, это было сделано в отношении школьных учителей. То есть Институт педагогики и психологии, они включились как раз вот в процесс, когда была необходимость и педагогическую практику пройти студентам университета вот в таком формате дистанционном и помочь учителям школьным, потому что действительно там были некоторые проблемы. Поэтому я думаю, что в общем-то, вузовские коллективы, они готовы к тому, чтобы совершенствовать свои навыки и передавать тот опыт, который есть, и учить, обучать других. Спасибо. Если можно, один комментарий, очень короткий, как раз вот в продолжение. Нужно ли закреплять это на законодательной базе, подготовку и обучение? На самом деле база уже достаточно широкая, она позволяет сейчас, при имеющихся условиях, это делать совершенно спокойно. Единственное, что может быть, в рамках существующих государственных программ в том числе, посмотреть, каким образом будет перераспределить. Например, за Министерством труда нашим Министерством труда, за Министерством труда Российской Федерации закреплена одна из программ по опережающему обучению. И у нас сейчас как раз про новые условия. И в рамках опережающего обучения можно было бы закладывать часть финансирования как раз на работу на удаленке. Очень хорошее предложение. Как раз это будет и рассмотрено, наверное, когда мы смотрим. Время меняется, меняются правила, и, конечно, мы можем поменять постановление наше правительство Республики Татарстан,
Татарстан. Какая-то учеба, наверное, уже не так необходима в реалиях сегодняшнего времени, а можно ее поменять на другую учебу, что все это, в общем-то, регулируется, как правило, под нормативными актами, а не законом, конечно же, потому что закон изменить сложнее, то есть его надо обсуждать, а нормативный акт, конечно, легче изменить. Изменения на рынке труда во время пандемии – вот главная причина поправок в трудовое законодательство. И руку на пульсе также держат депутаты Государственной Думы, избранные от Татарстана. Детали в нашем сюжете. В региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в Казани прошла неделя общественных приемов по вопросам нарушения трудовых прав татарстанцев. На вопросы граждан отвечали депутат Госдумы Ольга Павлова, лидер профсоюзов Елена Кузьмичева, уполномоченный по правам человека в республике Сырья Сабурская, руководитель Госинспекции труда Рустем Галявов. Период пандемии показал о том, что люди могут, умеют и должны работать в удаленном доступе. Многие компании и сегодня не перешли на полный рабочий день. Но права людей, которые работают и на удаленном доступе, мы должны все-таки защитить на уровне Трудового кодекса. Как организовано у него его рабочее место, сколько часов он работает на своем рабочем месте, правильно ли, адекватно ли работодатель оплачивает его работу, потому что не может ли случиться так, что человек будет круглосуточно работать, будет привязан к своему рабочему месту, к своему телефону, ноутбуку. Вот как раз на все эти вопросы и должен ответить обновленный Трудовой кодекс. Необходимость соблюдения всех положений трудового законодательства прекрасно осознают и сами сотрудники на удаленке. Популярный казанский радиоведущий и звукорежиссер по совместительству Стас Ерофеев в последнее время все чаще выполняет заказы на изготовление аудиороликов, не выходя из дома. Пандемия диктует свои правила игры. Удаленно работать приходится, потому что нынешняя эпидемиологическая ситуация не располагает к тому, чтобы все время находиться в студии. И если есть возможность забирать какую-то работу в домашнюю студию, то, конечно, я максимально стараюсь это делать, чтобы как минимум обезопасить себя. В данный момент мне и моим знакомым, которые тоже работают на удаленке, не очень понятен режим работы, каким образом будет соблюдаться, нормироваться рабочий график, кто будет оплачивать электричество, в конце концов, потому что та же домашняя студия, но это, тем не менее, какие-то расходы. Ну и, соответственно, вопрос, а как будет фиксироваться рабочее время, кто его будет контролировать, и мне могут сказать, что, извини, ты не работал это время, и мы тебе не заплатим, ну, например. По мнению нашего героя, каждый удаленный сотрудник, независимо от сферы его деятельности, должен не только знать о служебных обязанностях, но и быть готовым при необходимости отстоять свои трудовые права. Татарстана, на которые мы сегодня с вами ответили. И, Светлана Михайловна, а существует ли конструктивная критика со стороны оппозиции? Но к нам от оппозиции какой-то такой вот не поступало. Я думаю, что все поддерживают действительно, что все это необходимо сегодня, и это делается по тому запросу, который поступает от наших граждан, как от работодателей, так и от работников. Надо сказать, что когда началась пандемия, у нас работал волонтерский центр, и в рамках этого волонтерского центра мы проводили 2 раза такие вот горячие линии, в том числе и с участием профсоюзов и наших депутатов Государственной Думы, и откуда и возникли как раз те изменения, которые сегодня продиктованы, в том числе и нашей партией. Надо сказать, что я еще возглавляю Совет сторонников партии «Единая Россия», и у нас очень такой есть хороший формат, это дискуссионных площадок, где мы как раз и обсуждаем те вопросы, которые интересуют наших граждан. И хотелось бы что сказать, что в интернете, в системе СОСД, которая работает при Государственной Думе, это обеспечение законодательной деятельности, любой гражданин может подать свои предложения. Также и к нам, нашу в интернет-приемную Государственного совета, нашей партии, профсоюза всегда открыты для нашего населения. Они могут высказать свои предложения, которые возникают. И вот при обсуждении, кстати, Трудового кодекса были вопросы, а как
мы будем отправлять по электронной системе, да, как мы будем подтверждать, что человек получил. То есть работодатель может сказать, а я не получил вовремя твой документ. Или наоборот, он скажет, а я вам отправил, а вы не получили. Хорошо, когда это есть система, как у нас сегодня электронного оборота, и мы можем проследить, когда отправлено, да, то есть здесь работодателям тоже нужно разрабатывать новые какие-то системы оповещения. То есть вот здесь надо будет прописать тоже вот эти предложения, они были. Что такое производственная необходимость, тоже не прописано новым законодательством. То есть вот такие предложения, они поступают, и мы их оперативно передаем нашим депутатам, чтобы они уже могли использовать при обсуждении этого законопроекта именно в Государственной Думе. То есть такая работа ведется, и надо еще отметить, когда мы обсуждали этот закон, нам сразу дали и про другое, про защиту прав потребителей, потому что сегодня в режиме онлайн ушли очень многие тренера, которые в Инстаграм стали проводить онлайн тренировки, какую ответственность он несет. Человек выполнил, правильно ли там он выполнил. То же, что сказал Айрат Закиевич, консультация врачей в онлайн. То есть тоже какая ответственность с той стороны и с этой. То есть вот уже нам наши граждане говорят, а вот это в будущем тоже надо смотреть. И сегодня уже идет обсуждение этого вопроса. То есть, как правило, один вопрос, он истекает из другого. Да. Поэтому спасибо. Я думаю, что продолжение этого вопроса будет еще. Да, мы еще не раз будем обсуждать и вносить поправки и предложения для поправок ко второму чтению. И у нас есть фрагмент, заключительное интервью Айрат Закиевичем Фараховым, как раз же по позиции, по новым поправкам. Пожалуйста. Мы говорим только о положительных сторонах этого закона, то, что он как бы улучшит качество работы тех, кто в основном, ну вот даже мы сейчас с вами общаемся дистанционно, и у нас есть возможность произвести записи, довести до населения. А существует ли конструктивная критика со стороны оппозиции? Вы знаете, конструктивной критики со стороны оппозиции нет, но есть системные вещи, которые мы понимаем. К сожалению, одной из проблем нашей страны является теневая занятость. По разным опросам примерно 30 миллионов. Это, наверное, самая большая цифра. Кто-то говорит, меньше граждан получают заработную плату в конвертах. Но самое важное, граждане, соглашаясь на эту работу, не формируют свои пенсионные права. И не формируют свои права, если возникнет какая-то неотложенная ситуация. Поэтому вот есть определенное опасение, что данный законопроект усилит, к сожалению, эту проблему теневой занятости. И в целом это потребует, конечно же, новых мер, которые позволили бы все-таки создавать условия для того, чтобы люди выходили из этой занятости. Но вот какие условия? Когда мы принимали проект закона о самозанятости, мы вводили самый минимальный налог для того, чтобы люди могли легализоваться. Вот в этой ситуации самозанятость и работа дистанционно, она, наверное, оптимальное решение для людей, которые хотели бы работать оттуда, откуда они хотят, и в то время, в какое они хотят. Спасибо, Айрат Закиевич, за то, что вы нашли время и связались вместе с нами. И совместно мы обсудили новый законопроект, внесение изменений в законопроект. Поэтому огромные слова вам благодарности, успехов вам. И мы надеемся, что с вами в следующий раз пообщаемся вживую, в студии. На самом деле, спасибо вам, потому что вы поднимаете очень-очень важный вопрос. Я считаю, что это не просто защита прав людей, это системный вопрос, который вот на наших глазах системно меняет экономику. Огромное количество татарстанцев получат право и защиту работать в московских компаниях дистанционно. Кроме этого, из компаний из других республик работать в Татарстане. И это, безусловно, дополнительные возможности для людей, которые хотели бы себя реализовать свои планы, свои стратегии. Свой потенциал. Это очень системный и интересный закон. Спасибо большое. Всего доброго вам. До свидания. Спасибо. До свидания. Всего доброго. До свидания.
Поправки в Трудовой кодекс, предложенные партией «Единая Россия», защищают права работников на удаленке, делают процедуру оформления трудовых договоров, трудовых отношений еще проще, быстрее и комфортнее, в строгом соответствии со сложившимися реалиями. Предложения к законопроекту, собранные во время общественных дискуссий, во всех регионах нашей страны будут учтены ко второму и третьему чтениям в Государственной Думе России. Партийцы рассчитывают, что поправки в Трудовой кодекс будут одобрены к Новому году и заработают уже с 1 января 2021 года. Я благодарю за участие в телевизионном эфире наших уважаемых спикеров, наших уважаемых экспертов. Наверное, поаплодируем мы друг другу за сегодня за дискуссию, за такой разговор. С вами была я, Людмила Рыбакова. До встречи по четвергам и воскресеньям на телеканале «Новый век». До свидания. Берегите себя.